Здравствуйте, друзья! Я Болян Сирис. О чем пишет газета «Эрзянь-Мастер» и словарь «Валкс». Да, друзья, Валкс – это не только словарь, переводчик и учитель эрзянского, он еще и журналист. Убедитесь сами, ссылка под видео. Кулянь Учай пишет про спасителя, строителя цифрового дома эрзянского языка. Язык еще способен расширяться, когда его начинают изучать и развивать люди, которым он не достался от родителей. Джак Рютер пришел к корзианскому языку больше 30 лет назад. Американский лингвист, специалист по компьютерной обработке языков, стал одним из главных создателей цифровой основы эрзянского. Корпусов, морфологического анализатора, словарных баз, орфографических инструментов и синтаксического банка. Все это создавалось коллективно, но именно Рютер десятилетиями оставался человеком, который связывал эрзянских авторов и филологов с международными языковыми технологиями. Его дорога в уралистику, науку о языковой семье, к которой принадлежит и эрзянский язык, началось с финского языка. Первое компьютерное описание Джак Рютер строил для комизырянского, а эрзянский стал одним из центральных языков его работы чуть позже, но уже навсегда. Рютер значительную часть времени провел в местах, где живут эрзяне, Макшане и Коми, преподавал финский, собирал, оцифровывал литературу, изучал оба языка республики и выстраивал отношения с писателями, филологами, с эрзянами. Эрзянский он осваивал не только по грамматикам и книгам, но и в живом общении с носителем языка. В 2010 году Рютер защитил диссертацию. Ее эмпирической основой стал корпус почти из 140 эрзянских публикаций, более 4,5 миллионов слов и свыше 285 различных словоформ и лексических единиц. Позже это описание превратилось в вещи, которыми можно пользоваться. Кстати, за всем этим не стояла государственная программа спасения эрзянского языка. Это была сеть университетов, фондов и открытых проектов. Заслуга Рютера в том, что он сумел провести эрзянские материалы через эту сеть и превратить книги, словари и знания носителей в ресурсы, которыми можно пользоваться. Поэтому в этой истории важна не легенда об иностранце, который в одиночку спас чужой язык. Рютер сделал другое. Он увидел ценность уже созданного эрзянскими писателями, учителями и филологами и помог этому знанию перейти в цифровую эпоху. Книги стали корпусами, словари открытыми базами, грамматические таблицы программами, предложения из эрзянской литературы материалом международных синтаксических банков. Пока внутри России пространство эрзянского языка сжималось, созданные при участии Рютера ресурсы оставались открытыми, копируемыми и доступными для дальнейшей работы. Именно поэтому его вклад измеряется не одними публикациями. Он помог сделать так, чтобы следующему поколению не пришлось начинать цифровой эрзянский язык с нуля. Читайте об этом больше на страницах Эрзянь-Мастер. Но даже если вы не прочитаете, друзья, не забудьте сказать хотя бы про себя. Сюконята натонить, Джак. А лучше напишите об этом в комментариях.